Рассказывая об Арсене, Сацита Кутаева не может сдержать слезы. Он был ее единственным сыном. Имя лейтенанта полиции Арсена Кутаева стало известно стране зимой прошлого года. В ночь с 4 на 5 декабря сотрудник ДПС находился на дежурстве. До конца смены оставалось меньше часа, когда на рацию поступил сигнал о том, что в город проникла банда преступников. Тогда он преградил путь машине с террористами, потребовал остановиться и поплатился собственной жизнью. Я никогда за ним не плакала. Просто отдавала в руки Всевышнего, когда он уходил. И сноха ему говорит, мама, говорит, плачет. А он забежал обратно, обнял меня, говорит, мама, говорит, что ты плачешь? Я же сейчас приеду. Я же сегодня до часа только же. Главное, я его погладила по спине в тот вечер, взяла его руку. Я говорю, Арсений, я тебя отдаю в руки Всевышнему. А в ту ночь он был на центральном посту, я стала, перестрелки пошли, я стала его набирать, не перезвонил. Он, оказывается, вот эту машину остановил первый. У Арсена остались жена и 3 детей. Маленькому Адаму всего 7 месяцев. Отца он так и не увидел. Дочери подолгу рассматривают его фотографии. Старший уже понимает, что его нет, не вернется. Но младшая-то маленькая еще. На фотографии узнает его. И младшая узнает его папу. Мама, посмотри, здесь папа, папа, говорит всегда. После смерти сына обрести смысл жизни снова Саците помогли внуки. Когда вот родился внук, вот до этого, я говорю, было вот темно, действительно. Это не передать. Вот родился внук. Я говорю, это вот свет в конце тоннеля. Сегодня Арсена вспоминают как достойного сына Отечества, который ценой собственной жизни спас десятки других. Таких примеров немало. И, как правило, за каждым героем нашей страны стоит мать-героиня. Земфира Лолаева, Расул Арцухаев. Новости.